Уважаемые коллеги, добрый день. С вами в студии Берули Олег, тендерный эксперт в сфере государственных торгов. Мы с вами продолжаем цикл передач, посвященных государственным закупкам. Тема эта актуальна день ото дня. Давайте я вам приведу несколько цифр, чтобы вы понимали, насколько актуальна эта тема. Ежегодно государство у нас закупает на сумму более 6 триллионов рублей товаров, работ и услуг для удовлетворения собственных нужд. Конечно же, это очень колоссальная цифра. У нас ежегодно проводится более 3 миллионов процедур, с помощью которых государство покупает товары, работы и услуги. И сразу хочу обратить внимание, что более, наверное, 2 миллионов процедур проводятся как электронный аукцион, то есть аукцион в электронной форме. И именно сегодняшняя передача у нас посвящается этому виду процедуры, электронный аукцион. Итак, вопросы. Добрый день. Наша компания принимала участие в электронном аукционе. Было несколько участников, но только мы сделали ценовое предложение. Остальные участники шагов не делали. Аукцион признан несостоявшимся. Это значит, что аукцион будет переигрываться? Уважаемые телезрители, вот именно эта фраза, этот термин «аукцион признан несостоявшимся» многих смущают. Многие думают, что это значит, что аукцион будет переигрываться или он будет отменен. Совсем нет. Какой алгоритм, соответственно, у нас будет в этом случае? То есть, если сделано одно ценовое предложение, информация об этом ценовом предложении будет отражена, соответственно, в протоколе. И далее заказчик получит вторые части именно этой компании, которая сделала это ценовое предложение. Далее заказчик будет смотреть, соответствуют эти вторые части тем требованиям, которые он установил, или не соответствуют. Далее, если эти требования соответствуют, то такая заявка будет допущена, и именно этот участник будет выявлен как победитель. И на основании, соответственно, пункта 25, часть 1 статьи 93, с этим участником, несмотря на то, что он единственный, будет заключен контракт. Мы участник электронного аукциона. Наша заявка была допущена до участия. Во время аукциона мы не делали шагов, но и другие участники тоже шагов не делали. То есть так никто и не сделал ценового предложения. Тем не менее, заказчик определил нас как победителя. Но мы же не делали ценового предложения. Прав ли заказчик в этой ситуации? Уважаемый телезритель, в этой ситуации заказчик прав. У нас есть статья 68. Пункт 20 44-го федерального закона, который определяет эту ситуацию как случай, когда аукцион признан несостоявшимся. То есть никто не сделал, соответственно, ценового предложения. Но при этом у нас с вами есть пункт 3 статьи 71, в соответствии с которым победителем является тот, кто подал первым свою заявку. Соответственно, если вы подали свою заявку первым, значит, вы будете являться победителем в этом электронном аукционе, несмотря на то, что вы не делали шагов. Но эта ситуация достаточно распространенная, потому что бывают такие случаи, когда товар, соответственно, недоступен к поставке, или он серьезно подорожал. Поэтому, подавая свою заявку, вы должны учитывать именно этот момент. Соответственно, старайтесь подавать свою заявку позже, но не позднее окончания срока подачи заявок. В электронном аукционе мы заняли 3-е место. Победитель уклонился от заключения контракта. Второму месту также предложили заключить контракт, но он отказался. Мы были готовы заключить контракт, но заказчик к нам не обратился. Почему? Уважаемый телезритель, ситуация простая. 44-м федеральным законом не предусмотрена ситуация, когда 3-му месту предлагают заключение контракта. У нас предусмотрена часть 14 статьи 70, по которому, если первое место уклонилось от заключения контракта или отказалось от заключения контракта,
соответственно, будет предложено второму месту заключить контракт. Если и оно отказывается, тогда будет переигрываться процедура. А третьему месту заключить контракт заказчик предлагать не будет. Это не предусмотрено 44-м федеральным законом. Наша компания победила в электронном аукционе. Мы были готовы заключить контракт. Но в последний день заключения контракта наш специалист по торгам заболела и не вышла на работу. Кроме нее никто не знал о сроках. Мы контракт не подписали вовремя и таким образом потеряли обеспечение заявки. И компанию собираются включать в реестр недобросовестных поставщиков. Может, нам стоило обратиться в суд и сослаться на непредвиденные обстоятельства? Уважаемый телезритель, действительно, в этой ситуации вам следовало обратиться в суд, потому что поставщик должен всегда пытаться отстаивать свои интересы. Если это не получается отстоять в Федеральной антимонопольной службе, значит, это нужно отстаивать в суде. Давайте я вам расскажу 3 ситуации подобных из арбитражной практики. Ситуация первая, когда индивидуальный предприниматель выиграл электронный аукцион, и после этого, соответственно, не подписал государственный контракт и сослался на то, что в день подписания контракта его госпитализировали. Соответственно, государственный заказчик внес его в реестр недобросовестных поставщиков, и индивидуальный предприниматель потерял обеспечение заявки. Индивидуальный предприниматель обратился в суд и сослался на то, что он не мог подписать контракт, потому что его госпитализировали. Но заказчик в суде выиграл. Суд принял сторону заказчика. Почему? Потому что заказчик предъявил информацию о том, что в телефонных переговорах индивидуальный предприниматель неоднократно говорил о том, что не собирается подписывать контракт, не готов выполнить этот контракт, а потом в день подписания контракта, соответственно, лег в больницу. И в этом случае суд все-таки посчитал, что это считается уклонением от заключения контракта. Вторая ситуация. Когда компания выиграла электронный аукцион и далее в день подписания контракта не подписала контракт. И она сослалась на то, что человек, на которого выписана электронно-цифровая подпись и который должен был подписать контракт, не вышел на работу и, соответственно, не смог подписать контракт. Точно так же государственный заказчик внес в реестр недобросовестных поставщиков компанию, компания потеряла обеспечение заявки, компания на этом не успокоилась и подала в суд. И, соответственно, дело она выиграла, потому что в суде она предоставила информацию о том, что предупреждали заказчика о том, что готов подписать контракт. Они писали ему письма, они звонили ему по телефону, они предъявили эти доказательства, и суд встал на сторону этой компании и посчитал, что они не уклонились, просто сложились так обстоятельства, что они не смогли подписать контракт. И поэтому этой компании была дана возможность, соответственно, контракт подписать. Третья ситуация. Компания не подписала государственный контракт вовремя, потому что в день подписания контракта у нее отключился интернет. Соответственно, компания подала в суд и тоже выиграла. Она смогла доказать суду, что она не уклонялась от заключения контракта и готова была заключить контракт, и об этом уведомила государственного заказчика путем почты и телефонного звонка. Суд принял сторону этой компании. Итак, друзья, какие мы делаем выводы из этих 3 ситуаций? Конечно же, если вы не заключите контракт, вас автоматически внесут в реестр недобросовестных поставщиков. Но вам нужно идти в суд и отстаивать свои интересы. Если у вас сложилась какая-то ситуация, при которой вы не можете подписать контракт в день заключения контракта, звоните заказчику, предупреждайте его о том, что вы не можете, но вы готовы заключить контракт. И это будет действительно для суда возможностью не включать вас в реестр недобросовестных поставщиков. И благодаря этой ситуации вы не потеряете деньги. Нашу заявку заказчик отклонил, так как мы указали страной происхождения товара Китай. Заказчик указал, что название представлено неправильно, такой страны нет, есть КНР. Правомерно ли это? Уважаемые телезрители, нет, это неправомерно. Если вы в своей заявке указали название страны, которую можно идентифицировать, название это общепринято, и заказчик имеет возможность идентифицировать эту страну, то, отклонив вашу заявку за неправильное название, он поступает неправомерно. Почему?
Потому что в 44-м федеральном законе нету требования указывать страну в соответствии с общим классификатором стран. Поэтому вам в данном случае, если вашу заявку отклонили, тоже нужно обращаться в Федеральную антимонопольную службу. Мы решили принять участие в электронном аукционе. Обеспечение заявки составило 5%. Сумма была очень большая. Мы попросили дружественную компанию оплатить обеспечение заявки за нас. Но деньги не приняли. Какая заказчику разница, кто оплачивает? Правомерно ли это? Заказчик действительно поступил правомерно, не приняв ваше обеспечение заявки. Соответственно, обеспечение заявки должна платить та компания, которая является участником закупки. Другая компания за нее заплатить не может. И, естественно, если электронная площадка не приняла этот платеж или заказчик не принял этот платеж, он, соответственно, поступил правомерно. 44-й федеральный закон четко говорит о том, что оплачивать должен участник закупки. Поэтому в дальнейшем та компания, которая принимает участие в закупке, и должна оплачивать свое обеспечение заявки. Мы готовили заявку на электронный аукцион. Товар, требующийся для выполнения контракта, производится в нескольких странах. Мы указали 2 страны происхождения и нашу заявку отклонили. Прав ли заказчик? Уважаемый телезритель, ну действительно, я понимаю ситуацию, в которую вы попали. У вас действительно там на складах может лежать один и тот же товар, но заводы производителя находятся в разных странах. И у вас может лежать товар одной страны и точно такой же товар, произведенный в другой стране. Но при этом мы не можем отходить от буквы закона, не можем отходить от 44-го федерального закона. Там четко указано, что надо указывать страну происхождения товара. Не страны происхождения товара, а страну происхождения товара. Поэтому в своей заявке вы должны указать только одну страну происхождения товара. Указав 2, вы не даете возможности заказчику получить конкретное значение, да, одну страну происхождения. Поэтому, независимо от того, какой у вас товар, сколько стран его изготавливали, вы должны в своей заявке указать одну страну. Это будет в рамках 44-го федерального закона. Итак, друзья, у нас на сегодня с вами по вопросам уже все. Я вас жду на последующих передачах и, как всегда, от меня советы. Друзья, если вы хотите эффективно участвовать в государственных торгах, если вы хотите выигрывать и, соответственно, зарабатывать деньги в этой сфере, вы должны, конечно же, изучать законы. 44-й федеральный закон и 223-й федеральный закон. Знание этих законов действительно позволит вам не попадать в неприятные ситуации. И второе, конечно же, смотрите мои передачи. В этих передачах вы будете узнавать, как поступать в тех или иных ситуациях. Я буду рассказывать вам про как выйти из ситуации в каких-то сложных моментах. И я думаю, это тоже вам позволит более эффективно участвовать в государственных торгах. Спасибо за внимание. С вами в студии был Беруль Олег.